У нас рейды, это уже постоянно, то есть постоянно проводятся, они в основном уже привыкли, то, что мы приходим и проверяем. Ну а так, паспорта они, по возможности они проверяют, но бывает, что упускают. И таких несовершеннолетних мы доставляем и уже разбираемся с ними там, в присутствии родителей. Они, конечно, не должны находиться в состоянии алкогольного опьянения, потому что если на них сейчас протокол составлен, то это все вносится в базу, и это будет отражено в их дальнейшем биографии. И при неоднократных составлениях данного протокола, да, то отдел опеки может выйти с ходатайством на ограничение родительских прав, потому что государство со стороны посчитает, что родитель не справляется со своими обязанностями несовершеннолетнего. Но это уже в совсем крайних случаях, конечно. Ну, если там несовершеннолетний неоднократно там совершает преступления, совершает общественно опасные деяния, то тогда уже мы можем походатайствовать, выйти в КДН, чтобы рассмотрели вопрос об ограничении. И уже отдел опеки выходит в суд с иском. То, что когда человека обнаруживаем состояние алкогольного опьянения, чтобы подтвердить факт того, чтобы материал в суде не сгорел там и так далее, нам нужна доказательная база. Для этого мы везем человека в наркологию и регистрируем, что он действительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Какой-то результат у него там? Так, время первого исследования показало 685 миллиграмм алкогольного. По приказу 933 Российской Федерации, федеральный приказ, если первая продувочка показывает алкогольное опьянение в пределах 0,16, у него получается выше нормы, то вторая продувка через 15 минут делается. И дальше так, что там? Вторая продувка, 653. Это, то бишь, он чуть-чуть протрезвел. Но все равно тут очень много. Ну, он не чуть-чуть протрезвел, а просто он пытался неправильно продуть. Он вдувал. Да. Он не вдыхал, а выдыхал. Он А это медленно. для обывателя это сколько в стаканах или в литрах или в бутылках? И считать. 16. 0,16 бутылка пива через 2 часа может показать 0,11. А у него У него 0,65. Для этого хорошо. Да. что, предельная норма алкоголя нормального самочувствия человека, адекватного? Нету такого. Нету такого. Все понятно. Любое количество алкоголя, попадаемого в организм, оно уже приводит к измененной психике. Спасибо. В данном случае мы человека свозили, там показалось, что человек выпил. В итоге человек был доставлен в отдел полиции номер 1 с рапортом, все как полагается, все опрошены, и был составлен протокол.
Пару мы пытались выявить лиц несовершеннолетних, которые находятся после 11 часов без сопровождения взрослых. То бишь не готовятся к школе, ведут разгульный образ жизни. Ну, это в целях профилактики. Выявили кого-нибудь? Пока нет. В данном случае нам попались ребята все совершеннолетние и все с оригиналами паспортов. Ввиду этого нам не получилось выявить.